Ну а сейчас разрешите предоставить слово Ирине Сергеевне Аржигаровой. Вот мы продолжаем тему информационных технологий. Здесь вот есть очень интересный опыт создания онлайн-школы бурятского языка. Мы все говорим о том, что вот онлайн-обучение сейчас, и тем более в этом году, да, очень актуальным стало. И вот Ирина Сергеевна – это человек, которого можно назвать языковым активистом. Она же родитель и дошкольницы. И вот такой вот 2-3 в одном. И очень неравнодушный к вопросам изучения родного языка человек. Пожалуйста, онлайн-школа бурятского языка «Зорик». Опыт из опыта создания. Ирина Сергеевна. Даем вам. Всем сэмбана. Меня зовут Ирина, я администратор онлайн-школы бурятского языка и хочу поделиться опытом создания онлайн-школы, причинами, почему столкнулась с необходимостью создания. Я сама родилась и выросла в городе, плохо понимаю и практически не говорю, только так бытовые фразы. У меня 2 детей, старшему 10, младший 4, и дома у нас вот как раз-таки нет этой языковой среды. И сейчас я слушаю докладчиков и понимаю, что очень много делается для того, чтобы развивать бурятский язык в школе, в садике, в университетах, выделяются денежные средства на это. Но, к сожалению, вот таким, как я, которые родились в 80-х и учились в 90-х, нам вот как-то так не повезло, наверное, потому что у нас было такое время, когда такого внимания не было. И поэтому в школе я изучала бурятский язык всего 3 класса, а в университете уже не было бурятского языка. И поэтому, когда став мамой, я столкнулась с необходимостью дать язык, хотя бы помогать ребенку делать домашние уроки в школе, я столкнулась с тем, что я не знаю, муж не знает, и мы просто делали домашние задания, отправляли фотографии в Вайбере нашим ИЖи, бабушкам, они нам помогали. Ну, в какой-то момент я поняла, что это не выход, это просто какая-то иллюзия того, что мы делаем домашние задания. Начала искать ресурсы по бурятскому языку, нашла очень много материала, такого разрозненного, на Ютубе, в интернете что-то было. И поэтому несколько школ офлайн я обзвонила, они не работают в каникулярное время. И подумала о том, что хотелось бы сделать онлайн-школу бурятского языка для таких, как я, которые родились в городе. И в моем окружении очень много подруг, коллег не говорит на бурятском языке. Это я просто как обычный житель Улан-Удэ заявляю, говорю об этом. И я подумала, что как было бы хорошо, если бы у меня на компьютере, в телефоне, в любом смартфоне был ресурс в виде онлайн-школы, который бы позволял мне изучать бурятский язык, находясь дома, находясь просто за рулем, пока еду в пробке. В любом месте я могла изучать бурятский язык. Я погуглила много школ английского языка, других национальных языков, но наиболее лучше, конечно, представлен английский язык, ну, немецкий, там, испанский, итальянский. Онлайн-школ очень много. Нашей школы онлайн бурятского языка я, к сожалению, не нашла что-то подобное. Вот даже год назад никто так не заявлял, что вот мы онлайн-школа. Вот. Поэтому я приобрела курс по созданию онлайн-школ, прошла обучение, хотя я совершенно далека от, бурятской филологии, я не преподаватель бурятского языка, соответственно, у меня совершенно другая специальность. Тем не менее, учителя бурятского языка меня поддержали, помогли
создать онлайн-курс. Я хотела бы попросить включить презентацию, то есть помочь, разрешить мне презентацию. Так, секунду. Это Разрешено? разрешено. Так, сейчас, секунду. Ага. Так. Так, сейчас, секунду. Вот. Онлайн-школа бурятского языка «Зорик». Почему «Зорик»? Наверное, участи от того, что это как бы переводится на русский язык храбрый, да, смелый. И вот какая-то доля храбрости мне потребовалась для того, чтобы... Сергеевна, демонстрация не идет. Демонстрация не идет. Да, мы видим только вас пока. Так, как сделать демонстрацию? Демонстрация экрана, может быть, нужно нажать. Так. Так, видно? Нет. Сейчас, секунду. Так, сейчас что-то видно? Вы нажмите на демонстрацию экрана. Мы вас только видим. Сейчас... Так, право есть. Ага. Угу. Демонстрация экрана, что там нужно нажать? Извините, надо нажать совместный показ. Демонстрация Так, экрана, затем да, совместный я показ. как бы в Zoom-то хорошо, в принципе, разбираюсь, но тут вообще не дает. Вот секунду, ага. Так, сейчас есть? Все запустилось, ага. Ага, хорошо. Ой, прошу прощения, что задержала. Вот, все видно, да, уважаемые участники? Да. Онлайн-школа бурятского языка «Зорик». В Инстаграме мы представлены как «Бурятский онлайн». Можно нас найти по этому хэштегу. Говоря о названии, «Зорик» как с бурятского переводится «храбрый», «смелый». Вот какую-то долю храбрости мне пришлось проявить, чтобы создать онлайн-школу для неговорящих и плохо говорящих, таких же, как я. Наша миссия нашей школы такова: где бы ни был бурят на земле, наша миссия — помочь ему заговорить на языке предков. Кто наши ученики? В настоящее время у нас учатся и буряты, и русские, что у нас 3 ученика русских есть. Возраст, я ориентировалась примерно на таких, как я сама, и поэтому для меня было удивлением, что к нам пришли на курс и школьница, есть 17 лет, и пенсионер 62 года. Вот возрастной диапазон разный. Это люди, активные пользователи Инстаграма. Они все приходят к нам из Инстаграм и Фейсбук. Хорошо владеют социальными сетями и узнали о нашей школе. При этом они живут в разных городах и странах. Нужно сказать, что они в нашей школе обучаются платно. Платно, то есть это люди, которые ценят и свои деньги, и свое время. И они осознанно пришли на курс. Их, многих не надо было уговаривать. У них где-то там запрос внутри сидел, что я хочу знать бурятский язык. Сейчас я подробно дальше. Так. Где они живут, это наши ученики? Если говорить о России, то это город Улан-Удэ, конечно, Иркутская область, Забайкальский край, Томск, Омск, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Якутск, Нерюнгри. Также ученики живут и в других странах. Это самая первая ученица, которая пришла к нам на курс, девушка. Она живет в Англии, в Лондоне, ей 24 года. И я была удивлена, что вот именно она была самая первая. А так они учатся из Голландии, Германии, Канады, Италии, Южной Кореи, Китая. Это разные люди, это в основном взрослые, у которых есть семьи, у которых есть дети, у которых
которые понимают, что им язык нужен. Почему же они приходят к нам на курс? В анкетах они пишут: я хочу порадовать родителей, бабушек, дедушек. Вот, порадовать близких хотят. Пишут, что стыдно не знать родной язык. Чувствуют зов предков. Это прямо так пишут. Хотят передать язык детям, хотя большая часть пишет в анкетах: не понимаю, не говорю, или плохо понимаю и не говорю. Тем не менее, вот эта потребность передать язык детям, ну, у всех есть. Потому что созрели. Как я уже говорила, что это, как правило, люди после 30 лет. Ну и скучают по родине, потому что многие, кто уехал за границу, они вот испытывают вот такую тягу к своему родному. В чем же плюсы нашей онлайн-школы? В нашей школе нет еще и года, как начались обучение. Здесь необходимо отметить, что все уроки и материалы, они размещены на онлайн-платформе. Это специальный сайт, который доступен всем, как я, в принципе, и хотела, когда думала о создании онлайн-школы. Эти ресурсы доступны всем 24/7 с любых устройств. В нашей школе есть обратная связь от преподавателей, если такую выбирают ученики. Есть функция автоматической проверки знаний на онлайн-платформе. И наши учителя – это опытные эксперты в области бурятского языка между учителями и учениками. Вот если говорить о программе онлайн-курса бурятского языка, то пока она вот такая. Мы назвали 4 модуля в этой программе в честь наших бурятских известных хребтов. Модуль Саяны, модуль Баргузинских хребет, модуль Хамардабан и модуль Улан-Бургасы. Чтобы даже за границей, в другом городе люди чувствовали эту вот связь с горами, со святыми местами. В модуле Саяна, например, это вот основная часть, учебная часть курса, которая состоит из уроков по грамматике, лексике, фонетике, построению предложений, падежей и других правил бурятского языка. Вот другие модули вот здесь тоже расписаны, можно посмотреть. Так, дальше. Что нужно ученикам, которые приходят, что нужно ученикам, которые занимаются онлайн, взрослым людям, таким как я, которым 30 с лишним лет, вот вы видели диапазон от 17 до 60 с лишним лет. Это не только лекции, но и живые примеры из жизни, современные фразы и диалоги. Необходим живой чат учеников, быстрая обратная связь. Вопросов на начальном этапе обучения у учеников много. А в процессе обучения еще больше возникает. Сторителлинг, это современный термин такой, да, когда урок или какая-то часть блока курса превращается в историю, когда осуществляется описание истории персонажа, и нужно предложить выход из той или иной ситуации на бурятском языке. Что нужно ученикам? Геймификация. Это один из инструментов онлайн-образования. Это игровые механики и обязательно динамика обучения. Ученики просят онлайн-тренажеры, вкусные задачи. Они прямо пишут, что давайте сделаем это. То есть мы в данном случае, создавая онлайн-школу, не ориентируемся на государственные стандарты, государственные программы. Мы очень мобильны и живы в том плане, что конкретный запрос приходит от, так скажем, клиента, что он хочет знать. И, конечно, нужны дедлайны в онлайн-обучении, когда совершенно нет сроков и нет контроля прохождения курса. Ученики быстро задуваются, теряют мотивацию. Поэтому вот такие моменты я выделила, что нужно для учеников. Проблемы, которые мы сейчас видим, это кадры. Вот, например, на собственном опыте я скажу, что в нашей школе пока нет молодых преподавателей. Тех, кого я лично звала, они, многие говорят, что я планирую уйти из профессии или уже почти ушли, работая там, обучаясь на другой специальности. Хочу работать там юристом-экономистом в сетевом бизнесе и так далее. Если говорить о возрастных учителях, которых мы звали в онлайн-школы, они не все владеют онлайн-инструментами или просто боятся выходить на онлайн-уроки с учениками. Это уже не
дети в садиках, не школьники, это взрослые люди, и зачастую вот учителя вот маленько даже ну, переживают, как они будут работать с таким вот учеником. Ну, не хватает учителей-методистов, именно онлайн-методик преподавания, потому что офлайн – это одно, а онлайн совершенно другое. Что касается финансов, это тоже есть определенная проблема. Наша онлайн-школа работает за счет собственных средств, поэтому развитие школы зависит от количества учеников. То есть мы не финансируемся ни из каких источников бюджета, пока ни из каких грантовых программ. Как проект сейчас только за счет собственных средств и оплат учеников. Материалы. Недостаточно общедоступных, оцифрованных книг на бурятском языке. Элементарно ученики, которые живут в других городах и странах, и спрашивают: Ирина, а где взять словарь, а где взять такую книгу? Могу ли я найти это в интернете? И все, что есть в доступе общедоступном, конечно, мы им отправляем и скидываем. Но общего такого системного нет, к сожалению. Так, ну, что касается дальше вот этого слайда, хочу сказать, что мы живем в мире контента. Да, это вот современный термин, что можно долго взывать к нашим корням, к нашей совести, к нашим истокам. Но если нет контента, то даже при большом желании и мотивации сложно долго учить язык. Ну, это мое вот личное мнение. Потому что поэтому нужны посты, нужны сторисы на бурятском языке, нужны статьи, уроки, делать видео для Ютуба, интересные темы, чек-листы, методички, текстики. Вот у нас сейчас даже не тексты нужны, а вот именно текстики, потому что люди, даже взрослые, у них зачастую просто нет времени читать большие тексты. Маленькие тексты, понятные, визуальные, вот такая у нас современная жизнь, и большая часть проще что-то почитать, какой-то пост в Инстаграме или в Фейсбуке, чем вот какой-то длинный текст на бурятском языке. Поэтому вот действительно мы живем в мире контента. Наши планы. Ученики пишут очень часто, что мы хотели бы увидеть онлайн-курс для продолжающих. Те ребята, которые у нас прошли базовый курс для начинающих, они нуждаются в дальнейшем продолжении. И вот чтобы работать над продолжением, необходимы вот специалисты, время, ресурсы. Второе. Ученики просят, даже просто подписчики в Инстаграме пишут: сделайте, пожалуйста, онлайн-курс для детей. Третье. Необходимо внедрять геймификацию, ну и другие механики онлайн-обучения. Я поэтому здесь вас, специалистов, научных работников, практиков в школах, в детских садиках, прошу, если вам это откликнулось, ну, наш проект, пожалуйста, напишите вам в Инстаграм, ну, либо вот я могу контакты дать, кто готов был бы вот поучаствовать в дальнейшей жизнеспособности нашего онлайн-курса. Ну, наши учителя нашей онлайн-школы, я здесь перечислила, это и учителя высшей школы, преподаватели высшей школы, школьные преподаватели, учителя детского садика, творческие педагоги. Я очень благодарна за то, что они поверили в наш проект и помогают в создании онлайн-школы. Так, ну, как юрист, да, я вообще сама закончила Бурятский государственный университет, юридический факультет, при этом еще я тоже преподавала на кафедре гражданского права и процесса. И, конечно, я понимаю всю тяжесть вот законодательного регулирования, о которой говорили и вчера на первом дне, и сегодня упоминали, что законодательство федеральное таково, что ну, как бы не в пользу национальных языков. Но, тем не менее, мое предложение постараться выйти совместно законодательной инициативой в Государственную Думу от нескольких республик национальных о внесении изменений в законодательство в части обеспечения потребностей носителей родных языков, обеспечения востребованности носителей родных языков, потому что если родной язык не требуется ни на каких уровнях государственной власти, то, соответственно, он просто так ну, долго существовать сложно ему будет. В
частности, я предлагаю устанавливать требования об обязательном знании родного языка при поступлении на государственную службу субъекта Российской Федерации, только хотя бы локально в наших национальных республиках, муниципальных образований субъектов Российской Федерации, то есть в наших районах, да, там, улусах, там, допустим, в Якутии, да, при обеспечении деятельности сфер, связанных хотя бы с образованием, культурой, спортом, туризмом и молодежной политикой. Таким образом, мы смогли бы обеспечить эту востребованность знанием родного языка. Так, ну вот мой доклад закончился. Надеюсь, я уложилась в регламент. И вообще я еще хотела, конечно, показать анкеты наших учеников, если у меня еще есть время. Ученики очень благодарные, на самом деле, с ними интересно общаться, с ними интересно работать. Они, вот, например, возраст 35 лет, понимаю, плохо пишут, не могу без него уже, без бурятского языка. Вот пожарный мужчина, да, к нам пришел, живет, вот следующая анкета, живет в Улан-Удэ, понимаю, но не говорю, пишет, да. Хочу разговаривать дома свободно с семьей. Пишет. Дальше вот. Хочу сохранить язык в 5-м пункте. Да? Почему вы хотите изучать бурятский язык? Это все взрослые люди. Не видно вот анкеты. Да. Ага, да. Ага. Ну, я думаю, что слушатели уже, как бы участники конференции уже поняли, что да, разные категории и разные потребности. Очень наглядно, хорошо все показали. Спасибо вам большое. Вообще опыт интересный. Я думаю, что он был интересен всем участникам, да, и это пример, как онлайн-образование может развиваться не только теми, ну, кто относится к сфере образования, а вообще вот такими людьми, энтузиастами, родителями, как и вот этот хороший термин у нас появился, языковыми активистами. И очень хорошо, что такие люди у нас есть, и их всячески нужно поддерживать. Самое главное, что требуется вот таким людям, как Ирина Сергеевна, это прежде всего поддержка с нашей стороны, всяческая поддержка. Поэтому вот здесь я уже в чате видела, что мы поддерживаем вас, пишут все. Вот, желают вам творческих успехов. И, конечно, мы все, вот от имени всех я хочу выразить вам всего вот самого-самого процветания вот онлайн-школе. И, возможно, этот проект может претендовать на то, чтобы еще и обрести поддержку от государственных каких-то бюджетных средств. Потому что это же не просто такой частный проект, и он не коммерческий вообще, ни разу. Я это знаю точно, потому что мы с Ириной Сергеевной, наша кафедра сотрудничает, мы оказываем ей, ну, как бы, помощь методическую, как можем. В общем, дальнейшего процветания в школе Зорик. Спасибо. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, а этот адрес где-то мелькнул, я не заметил. Адрес сайта. У нас есть страница в Инстаграме. Да. Все, понял. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно. Если вы туда зайдете, там очень много разных материалов, в том числе прямые эфиры с создателями других онлайн-школ, между прочим. Да, нужно будет это самое, конечно, это. Да, мы здесь наладили связь с онлайн-школой. Опыт позаимствовать нужно будет. Спасибо вам большое, Ирина, очень интересно было. Спасибо. Спасибо большое. Онлайн-школы национальных языков развиваются. Я лично дружу с ребятами, которые создали онлайн-школу грузинского языка, онлайн-школу татарского языка. И из Якутии языковые активисты, девушки мне пишут, что мы тоже хотим создать онлайн-школу якутского языка. Потому что возраста 30 лет, они все говорят на якутском языке, но их дети уже, ну, как сказать, утрачивают язык. Поэтому... Нет, все равно много говорят, не надо прибедняться. Мы создали электронный словарь венкийского языка, но пока мы его только на сайте Сибирского федерального университета, на сайте профессора
Натальи Петровны Копцевой. В соответствии с договором мы никому не можем пока отдать этот словарь. Электронный словарь. Он выполняет много В чем различных проблема и функций. заключается в том, что, например, я как плохо говорящий на бурятском языке, я иду в магазин, я вижу книжки, которые, ну, как сказать, общедоступны, но прекрасные учебники, прекрасные материалы, они в основном в библиотеках школ, в университетах и просто в библиотеках. Для массового вот как бы использования я вот спрашиваю преподавателей, почему они не продаются? Потому что они вот выпущены на бюджетные средства, они недоступны, вот как бы нет в прямой продаже. Тираж их небольшой, к сожалению. Поэтому как бы вот есть такая проблема, что в обычных магазинах хороший учебник, вот, хорошие методические материалы, просто их не найти. Хорошо, спасибо, Ирина Сергеевна. Мы продолжим нашу работу. Вот у нас сейчас в основном выступают люди, которые как бы по эту сторону.